Саламатсыздарбы? Мен ушул, будучи гражданским активистом, я еще с 2010 года боролся с тонированными машинами, с ОП номерами. И у меня такой вопрос сейчас. На данный момент, да, вот тонировка запрещена же, да? Мы же видим эти тонированные машины. МВД до сих пор не справилась с тем, что вот не могут, вот 10 лет, 12 лет с того времени прошло, мы до сих пор не можем избавиться от этих тонированных машин, да? Тут пошла такая опасная игра, с чего мы решили, что мы сейчас можем продавать эти тонировки и контролировать, когда мы сейчас на абсолютно запрещенной тонировке сейчас тонируются автомобили. Уважаемый Эрлан Галчарович, видите здесь какая ситуация складывается. Действительно, тонированных автомашин мы из года в год больше выявляем. Смотрите, я привел цифры за последние 6 лет. 22 тысячи таких фактов нами было, таких случаев были задержаны. Опять же, почему такую систему надо разрешить? Потому что подавляющее большинство тех, которых мы задерживаем, сегодня ставим на стоянку, он растонируется, штраф платит и завтра же опять же тонируется. Вот этот, который штраф в данный момент применяется, в 5500 сомов, и тем более, если в течение 15 лет он оплачивает только 30% штрафа, он никакого влияния не оказывает. Поэтому мы предлагаем, в случае, если этот законопроект пройдет, штраф за незаконное тонирование уже будет в разы больше, чтобы был с чем рисковать водителю. А насчет того, что есть определенная категория транспортных средств, которая установлена правительством Кыргызской Республики, которым разрешается использование тонирующего покрытия. Это, как ранее отметили, это автомашины Кыргыз-Инкассации, которые перевозят денежную наличность, те, которые перевозят осужденных лиц, а также которые обслуживают первых лиц государства. На другие транспортные средства никаких разрешений нет. С этим мы боремся. Сейчас, вы знаете, век цифровых технологий. Довольно часто к нам приходят сообщения таких активистов, от простых граждан, что вот есть машина тонированная, поэтому мы этот опыт хотим применить и в дальнейшем, чтобы у каждого был доступ, чтобы был народный контроль. Каждый мог проверить на эту машину, есть ли доступ, есть ли лицензия на тонировку. Также, как вы сказали, вот, по подложным государственным номерным знакам. Как вам известно, мы эту категорию перекинулись. Нарушение проступки, сразу количество уменьшилось. Вот такую же работу мы будем проводить. Просто мне не нравится, что мы не знаем, что будет после тонировки, да. Как бы я, естественно, поддержу этот законопроект, потому что есть определенная экономия бензина при тонировке, выброса вредных веществ. Я поддержу, но я вот боюсь только вот анда сунуш бар силерге, сунуш жагынан атайын, мисалы, машина техосмотрды өткөндө наклейкалар бар болчу да. Ошондой сыяктуу наклейкаларды чыгарса кандай болот? Ошол оплачено дегенчи, төлөнгөн деген. Анткени мен баягы эле гражданский активист катары мен көргүм келет да машинанын точно тонировкасы барбы же разрешениясы барбы на тонировку же жокпу да? Иван Калчарович, мы знаем вашу активную гражданскую позицию. В целом, благодаря вот именно активной гражданской позиции, вы были свидетелями того, что даже правоохранительные органы, на правоохранительные органы был наложен штраф благодаря общественному контролю. В целях усиления общественного контроля за данным видом разрешения как раз таки предусматривается система ВКАРЧЕК. Вы знаете, что система ВКАРЧЕК, она очень проста в пользовании. И, соответственно, по средствам вот именно внедрения системы КАРЧЕК усиливается гражданский контроль, да? Это как предложение, да? Наклейка, мне кажется, не помешает особо. Принято. Принимаем. Так, все хорошо, спасибо большое. Рахмат, кийинки сөз суроо үчүн Кыдыкбаев Жаныбек Султановичке берилет.